За последние 5 лет деятельности парламента Абхазии было принято 286 законов, более 500 постановлений. Валерий Бганба, в частности, перечислил принятые парламентом законы, играющие, по его мнению, важную роль в развитии правового поля Абхазии. В их числе закон о парламентском расследовании, о борьбе с коррупцией, о здравоохранении, о связи, о приватизации, а также реформы судебной власти. На пресс-конференции прозвучал ответ на открытое письмо парламенту Абхазии от граждан страны с предложением о внесении поправок, дополнений и изменений в закон о статусе депутата Народного собрания. Эта инициатива вызвала большой общественный интерес. Основные требования в письме — снятие ряда привилегий, в том числе депутатской неприкосновенности, депутатских пенсий, а также замена персонального транспорта на микроавтобусы. Отвечая на вопросы журналистов, спикер парламента Валерий Бганба отметил, что документ принят во внимание. Позже будет создана рабочая группа по рассмотрению всех этих требований. Все должно быть, я считаю, в правовом поле. Насколько это нам удается, надо всегда стараться работать в правовом поле. Поэтому, конечно, концовку этого обращения, если вы не успеете принять, то мы будем агитировать людей не выходить на выборы, но я считаю, что чуть-чуть не в правовом поле. Мы не говорим, что не позволяет нам рассмотреть. Мы говорим, что физически невозможно успеть рассмотреть, потому что в обращении нет готового. Начать работу мы можем, создать рабочую группу, потому что любая рабочая группа, созданная даже нынешним парламентом, она, естественно, переходит, меняются люди, я понимаю, но рабочая группа свою работу продолжает. Валерий Бганба согласился с тем, что правом избираться должен обладать гражданин, достигший 35 лет. При этом он отметил, что депутатскую неприкосновенность снимать нецелесообразно. Спикер парламента также выразил непонимание в необходимости ограничения пребывания депутатов в парламенте 2 срока. Коснулся он и вопроса депутатских пенсий. Ликвидировать депутатскую пенсию. Хорошо уговорили. Я вам скажу, что закон о статусе депутата был принят в 2006 году. Вот вы как раз знаете, что мы ужесточили, не расширили, а ужесточили. Если вы помните, там было положение, что если депутат 2,5 года был депутатом, то он получал пенсию депутатскую. Мы это убрали. То есть депутат, если он избрался, он должен 5 лет, он на 5 лет избирается, должен отработать, только тогда депутатская пенсия. Тема персонального транспорта для депутатов вызвала также множество вопросов. По словам Валерия Бганба, машины были предоставлены профильным комитетам и депутатам, которые не проживают в Сухуми. Задача и спикера, и аппарата парламента – это обеспечить работу депутатов. Поэтому было принято решение, что мы купим машины для комитетов. При этом, я вас уверяю, вы можете посмотреть смету. Первый год у нас 12 год, 12 года, 13 года. Смета ни на копейку не увеличилась по сравнению, допустим, с 11 годом, с 10 годом. Это не означает, что на этом машины забрали, как некоторые говорят, и ушли. Да? Эти машины будут в парламенте, они будут служить не 1 год. Некоторые уже служат 5 и более лет, наверняка будут служить и остальные 5 лет. Так как не предусмотрены какие-то конкретные сроки на стадии подготовки проекта закона, по словам руководителя аппарата парламента Вадима Бжания, их определит сама рабочая группа. Буквально вчера обговаривали и было принято решение о том, что будет данный документ определен в профильный комитет и будет создана рабочая группа, которая приступит к изучению данных предложений с целью обличения их в форму законопроекта. Мы полагаем, что рабочая группа будет достаточно многопрофильна. Регламентом парламента предусмотрено, что законопроект с момента регистрации в канцелярии аппарата в 2-месячный срок должен быть вынесен для принятия, для рассмотрения его в первом чтении. И не предусмотрены какие-то конкретные сроки на стадии, собственно, подготовки. Поэтому у рабочей группы будет достаточно времени. Это может быть срок, который она сама для себя определит. В рабочую группу могут войти представители исполнительной ветви власти, депутаты парламента, а также авторы данного обращения и представители экспертного сообщества. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.